По легенде, тактика специального учения МЧС Абхазии на северо-восточном берегу озера Рица произошел сход снежной лавины, в результате которого автомобиль с пассажиром сошел с проезжей части дороги и упал в озеро. Прибывшие на место происшествия спасатели на катерах с водолазами приступают к операции по спасению пострадавшего. Совместными слаженными действиями сотрудники ГИМС вытаскивают из-под воды на борт аварийно-спасательного катера «Кайман» пострадавшего, который был заблокирован в утонувшем автомобиле, и передают медикам МЧС. Те, в свою очередь, оказывают первую помощь пострадавшему и госпитализируют его в ближайшую больницу. К тому времени сотрудники поисково-спасательного отряда по веревочной переправе спускают еще одного пострадавшего с верхней части скалы, оказывают ему первую доврачебную помощь. В связи с появлением информации о том, что на территории схода лавины есть еще один пострадавший, на поисково-спасательные работы были высланы спасатели на снегоходах. Отыскав пострадавшего, спасатели оказывают ему первую доврачебную помощь и на снегоходе доставляют его к сотрудникам медицинского управления. Для расчистки участка дороги, заблокированного сходом лавины, высылается подразделение пиротехников. Рассчитав необходимые параметры с учетом всех рисков, они осуществляют подрыв и освобождают дорогу от снежных завалов. В учениях были задействованы 50 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня дал положительную оценку увиденному, подчеркнув, что более подробный разбор по выявлению неточностей в действиях конкретных подразделений последует позже. Это дает возможность нам посмотреть, насколько ребята подготовлены к разным событиям. И я думаю, что сегодняшние учения, на мой взгляд, прошли неплохо. В дальнейшем будем смотреть и делать выводы для того, чтобы исправить некоторые ошибки, недостатки или изменить. Безусловно, это делается для того, чтобы проверить готовность наших сотрудников, технику. Мы не зря выбираем именно сложную территорию. Здесь и добраться до этой местности было не так просто, благодаря Рыцинскому парку, руководителям, я сейчас всех перечислять не буду, они 24 часа за последние 2-3 суток были с нами, очищали дорогу, несколько лавин сошли. Это все испытания, сюда поднять и катера, и тяжелую технику не так просто. Но мы справились. Тактические учения на берегу озера Рица МЧС проводит ежегодно. Впервые в этом году к ним присоединились силовые структуры Абхазии. Они выполняли задачу в рамках антитеррористических учений. Силовики блокировали участок местности, где расположилась условная диверсионная группа. Затем пошли на штурм и ликвидировали условных диверсантов. В сегодняшнем учении можно дать только положительную оценку. Конечно же, в таких сложных природных условиях нам удалось провести эту работу. Она, конечно же, в первую очередь направлена на противодиверсионное, антитеррористическое действие наших подразделений, отработка слаженности подразделений, в том числе и взаимодействие с нашими российскими коллегами, как МВД России, Росгвардия, ФСБ. Сегодня впервые присутствуют на этом мероприятии коллеги наши из Южной Осетии, так что мы общими усилиями боремся с основным противником везде, где бы он у нас не появился. Межведомственные тактические учения проводятся для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков. Присутствовавший на учениях министр внутренних дел Южной Осетии Алан Гушмазов дал положительную оценку увиденному. По профессиональному подготовке СОБР это все отработал чисто, достойно. Я считаю, что они занимаются повседневно и тем самым не на учениях справились с заданием на высшем уровне. Межведомственные тактические учения проходят по поручению президента Абхазии Аслана Вжани в связи с проведением с 1 по 7 марта Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Алика Трапшин, Вера Рджения, Адам Рджения, Абхазское телевидение.